Проекты законов о мерах по социальной поддержке многодетных семей, о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере обязательного страхования иностранных граждан, а также об избрании Ахры Барцыц на должность судьи Сухумского городского суда были сняты депутатами с повестки дня. Главный вопрос заседания сессии – обсуждение республиканского бюджета Абхазии на 2019 год. Проект представила председатель Комитета Народного собрания по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр. Депутат рассказала об изменениях, которые были внесены в проект госбюджета. Согласно представленному проекту, принятому в первом чтении, республиканский бюджет на 2019 год по доходам прогнозировался в общей сумме 7 миллиардов 575 миллионов 239 тысяч рублей, что на 142 миллиона 815 тысяч рублей больше прогнозируемой суммы в 2018 году. Чтобы вы понимали, на протяжении представленного проекта, это прошло порядка 2 месяцев, каждый день заседал комитет. Поэтому комитет вынес свое видение. Данные цифры, которые были мной озвучены, это проект, представленный администрацией президента. Комитет, в частности, посчитал внести изменения в бюджет, республиканский бюджет на 2019 год, с учетом, самое главное, замечаний, представленной контрольной палатой. Согласно внесенным изменениям, республиканский бюджет единогласно принятый во втором окончательном чтении по доходам составил 7 миллиардов 630 миллионов 239 тысяч рублей, по расходам 7 миллиардов 730 миллионов рублей. Дефицит сократился и составил 100 миллионов 750 тысяч рублей. При этом относительно проекта закона, принятого в первом чтении, доходная часть республиканского бюджета изменилась на 55 миллионов, а расходная на 34 миллиона 553 тысячи рублей. Парламентарии единогласно приняли постановление о бюджете на 2019 год Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и охраны труда, обязательного медицинского страхования. В принятом также во втором окончательном чтении постановление о бюджете Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии было предложено внести некоторые изменения, в частности о необходимости увеличить бюджет Гудаутского фонда инвалидов на 2 миллиона рублей. Предложение будет рассмотрено в ближайшем будущем. Постановление о бюджете фонда репатриации на 2019 год было принято с некоторыми изменениями. Я вот просто тоже зачитаю об изменениях, произведенных в фонде репатриации. Значит, с учетом замечаний контрольной палаты, доходы фонда увеличились на 19 миллионов 270 тысяч рублей и составили 151 миллион 588 тысяч рублей, что аналогично 2018 году. Далее. Увеличение, страховые взносы увеличились на сумму 13 миллионов 341 рубль. И что составил, это страховые взносы и платежи, составил 71 миллион 835 тысяч рублей. Постановление о внесении изменений в закон Абхазии об акцизах вызвало разногласия между парламентариями. Проект закона предусматривает снижение ставки акцизов к стоимости отпускных цен товара категории табачные изделия с 20 до 10%, а также увеличение ставки акцизов на импортируемый товар этой же категории с 10 до 15% к таможенной стоимости. Данный законопроект призван поспособствовать созданию конкурентных условий для местных производителей табачных изделий, ориентированных на внутренний рынок и экспорт, а также увеличению дохода на 30 миллионов рублей. Речь шла о том, что в связи с тем, что если парламент примет по ставке, предложенной президентом проекта закона, то мы получим дополнительный доход в сумме 30 миллионов рублей. То есть веским аргументом в пользу того, что и также одного из членов комитета, который выступил против того, чтобы уравнивать данные ставки, было то, что мы не настолько богаты, чтобы терять такие возможности и терять такие доходы. Несколькими парламентариями был предложен другой вариант ставки 10 на 10%. Аргументировали депутаты это тем, что данные изменения возымеют больший результат. Однако предложение не получило поддержки, и законопроект был принят в окончательном чтении без внесения каких-либо изменений. Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты, представленный Дмитрием Шамбо, был принят сразу в первом и втором чтениях. Законопроект основан на необходимости изменения закона о порядке выезда и въезда в Абхазию, а также о правовом положении иностранных граждан.
Предложенные поправки предусматривают, что полномочия по выдаче паспортов видов на жительство и разрешений на проживание сохраняются за МВД до 31 декабря 2020 года. Законопроект о правовом положении иностранных граждан в Абхазии был окончательно принят в 2 чтениях. Согласно законопроекту, проблемы, с которыми сталкивается по сей день определенная категория иностранных граждан и лиц без гражданства, не родившихся на территории Абхазии, но постоянно проживающие здесь на законных основаниях, будут решены. Кроме того, проект закона предлагает дополнить статью 10 частью 2 прим. 1, где предусматривает признание законным проживания иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших право постоянного проживания в Республике Абхазия по образцам документов, имевшихся в паспортно-визовых службах до вступления в силу закона Республики Абхазия о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия. Это талоны регистрации и временные вкладыши к национальному паспорту. Как сообщил на заседании парламента депутат Астамур Логу, рабочая группа не успела представить проработанные материалы о декларации доходов. Наконец-то у нас появился законопроект, который мы хотели внести сегодня в разное, о декларации доходов и расходов. Но, к сожалению, он только позавчера прошел в прокуратуре согласование, в Генеральной, с кем мы сотрудничали. И теперь хочу объявить, что на ближайшую сессию, надеюсь, что все вы поддержите, и мы будем выносить этот законопроект. Я думаю, что и общество в целом, которое часто об этом говорит, должно знать, что парламент Абхазии проработал, рабочая группа вынесет этот законопроект на ближайшую сессию. Он готов, но просто есть формальности, что за 5 дней до сессии надо вносить законопроект, и по этой причине мы его не внесли. Еще один законопроект основывался на необходимости переноса срока вступления в силу закона о судебной власти в связи с отсутствием возможности введения автоматизированной судебной информационной системы, фиксации судебного заседания с помощью видеопротоколирования судебного заседания в судах кассационной и надзорной инстанциях на более поздний срок, а именно до января 2020 года. По словам председателя Верховного суда Абхазии Мананы Делба, данное предложение было внесено в связи с необходимостью приобретения оборудования и его установкой. Что дает фиксация вот этих дат поступления, рассмотрения и так далее? Дела будут своевременно рассматриваться. Далее предусмотрена эта информационная система электронное распределение дел. Для того, чтобы, как предполагается, председатели судов не могли по своему усмотрению распределять тому или иному судье нужные дела. Чтобы исключить коррупционную составляющую. На заседании сессии Народного собрания депутаты проголосовали за избрание Екатерины Тыркба на должность судьи Сухумского городского суда. А вот Мадине Лазаревой не хватило голосов, чтобы занять должность судьи Сухумского городского суда. Сария Смыр, Ильдар Дамиров, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.